Лаптев Павел Павлович, член первичного отделения Центральное Сыктывкарского местного отделения Коми Республиканского отделения КПРФ. Максин Валерий Федорович, представитель Коми Республиканского отделения КПРФ в историко-мемориальном обществе Сыктывкар. Тренер по самбо, серебряный призер чемпионата и победитель Кубка России по дзюдо. Сыктывкар. Богданова Зинаида Михайловна, заместитель председателя историко-мемориальном обществе Сыктывкар. Дианов Борис Юрьевич, секретарь Сыктывкарского местного отделения КПРФ. Иван Семенович, председатель Коми Республиканской профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Вельцовский Вельтер Борисович, руководитель Коми регионального отделения общероссийской общественного движения «Дети войны». Матвеева Валентина Николаевна, член комитета Сыктывкарского городского комитета КПРФ. Ну что, товарищи, давайте еще раз всем поаплодируем.
Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Какое значение имеет эта рабочая и крестьянская революция? Прежде всего, значение этого переворота состоит в том, что у нас будет советское правительство, наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создадут власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России. И данная Третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма. Этими словами Владимир Ильич Ленин открыл заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 25 октября, ну или 7 ноября по новому стилю 1917 года. Сегодня мы собрались здесь в преддверии этой знаменательной даты, столетия свершения Великой Октябрьской социалистической революции. 100 лет назад Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, опираясь на волю восставшего народа, провозгласил переход всей власти в России в руки трудящихся. Он образовал советское правительство, Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Успех восстания был предопределен поддержкой большей части народа, а также неспособностью Временного правительства управлять страной, находящейся на изломе своей истории, и отсутствию внятной программы действий в случае прихода к власти у иных движений. Сегодня часто можно слышать, особенно из уст праволиберальных историков, что Октябрьская революция 17 года явилась результатом заговора не каких-то политиков, да и сам переход к власти большевиков был осуществлен якобы на немецкие деньги. Однако факты говорят совершенно о другом. Несмотря на все ухищрения, доказательств того, что большевики брали деньги у кайзера, найти за 100 лет так и не удалось. А к социалистической революции привели объективные причины. В целом, к началу 20 века центр мирового революционного движения переместился в Россию, где крайне обострились все противоречия. Репетицией Великого Октября была первая русская революция 1905-1907 годов, многие требования которой оставались нереализованными. К ним прежде всего относились нерешенность вопроса о земле, крайне тяжелые условия труда рабочих и такой пережиток феодальной социально-экономической формации, как система царского самодержавия. К 1917 году к этим факторам добавились еще и усталость населения от идущей империалистической войны, результатом которой был почти полный развал промышленности и сельского хозяйства, катастрофический финансовый кризис, массовое обнищание крестьян. Февральская буржуазная революция 1917 года привела лишь к отречению царя Николая II. Временное правительство, составленное из пришедшей к управлению страной либеральной буржуазии, не могло решить ни одной насущной проблемы жизни страны. В марте 1917 года было опубликовано воззвание, которое, по словам лидера кадетов, министра иностранных дел Милюкова, первой своей задачей ставило доведение войны до победного конца. В то же время такие насущные темы, как решение вопроса о земле, о 8-часовом рабочем дне, были отложены до созыва учредительного собрания. Безусловно, это вызвало недовольство значительной части населения страны и вылилось в апрельский и июльский кризисы Временного правительства. Главное же, что не удалось решить Временному правительству, это вопрос о власти. Большевики, придя к власти, одним из первых декретов о полноте власти Советов объявили о ликвидации системы двоевластия, отстранении всех комиссаров Временного правительства. Всем народам, участвующим в империалистической войне, был предложен мир без аннексий и контрибуций, выразившийся в декрете о мире. Вековая мечта русского крестьянства о земле нашла свое отражение в большевистском декрете о земле. При всей значимости преобразований Октябрьская революция стала самой бескровной из всех крупных революций, происходивших в мире. Если в дни февральской революции насчитывалось более 1300 убитых и раненых на улицах Петрограда, то в октябре из многих тысяч людей, взявшихся за оружие, было 46 убитых и 50 раненых. Уважаемые товарищи, международное значение Великой Октябрьской социалистической революции выразилось прежде всего в том, что с нее при всех временных и локальных поражениях, отливах и откатах в революционном движении начинается переход от капитализма к социализму во всемирном масштабе. Под ее могучим влиянием
совершились десятки социалистических, народно-демократических и национально-освободительных революций. В результате сложилась мировая социалистическая система, охватившая 1/3 человечества. Рухнула колониальная система империализма. Таким образом, Великая Октябрьская социалистическая революция – это наивысший этап коллективного творчества народных масс, начавших 100 лет назад построение своего пролетарского государства, государства трудящихся, чей призыв услышали люди из всех стран и континентов. В Коми-крае становление советской власти происходило в непростых условиях. Еще в июле-октябре 1917 года в 60 властей Усть-Сысольского уезда были образованы советы, благодаря действиям вернувшихся фронтовиков. Однако до июля 18 года в них господствующее положение занимали эсеры. Только в 18 году, когда из президиума исполкома советов были выведены лидеры эсеров, начались практические действия по претворению в жизнь целей и задач большевиков. Но можно много и долго говорить о значении октября для нашей страны. Неизменно одно. Октябрьская революция вырвала Россию и ее трудовой народ из тьмы векового рабства. Всем нам памятны величайшие достижения советской эпохи. Непревзойденные темпы строительства нового государства в годы первых пятилеток, когда каждые 7-10 часов в нашей стране появлялись новая фабрика или завод. Героизм нашего народа в период Великой Отечественной войны. Мощное восстановление народного хозяйства после Великой Победы